Молися за нас, святая Богородица, как сталися мы годными обетованию Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слухом Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твоей обороне
отдаемся, Святая Богородица, наших потребах не погарджай моленнем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, о найсвятейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае, Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны, да Цябе, о Панна над паннамі і Маці наша, імкнуся, да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны, плачучы стаю. О Маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Ти
помолимся. Божа, проспасхальную таємницю Христа Ти откупив усіх людей. Заховаю нас справу Твоей милосердности, каб мы, неоспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися отримати її плен праз Христа, Пана нашого. Амин. Хай буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святое, хай буде прославлений Ісус Христос, заправний Бог і чоловік заправний, хай буде усвялічено ім'я Христова, хай буде прославлена найсвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде усвялічений Иисус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославлений Дух Святий, Утешитель, хай буде вшанована найсвятейшая Панна Марія, хай буде вшанована її святої і беззаконної зачаття, хай буде вшанована повної хвали її у небо взяті, хай буде вшанована ім'я Марії, Панни і Маті, хай буде вшанований святий Юсаф, її пречистий обранник, хай славиться Бог у своїх аньолах і всіх святих. Амин. Будь завсёды похваленый, всеми нами прославленый, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленый, всеми нами прославленый, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленый, всеми нами прославленый,
Святло життя освяти мою землю, оздорови сердца срок. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше зор. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Нема. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Ви там переключайте трохи, а то я не бачу, що співати. Так, це саме, да. Тут дітки теж. Пан з вами сказав, забувся. Вот сказал. В интенциях этой святой мши молимся за померлых Андрея, Андрея Русецких и всех померлых семей Русецких, Ломака, Сечка. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я веки, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за все Пану Марию, сестры, молиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты любишь невинность и про спокаяние вертаешь и грешным людям. Просим Тебе, скируй до себе сердце Твоих слугов, вызволенных с темры неверия, и не дай им одойти от светла Твоей правды. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарицю едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Аминь. Сідайте, коли ласка. У те дні некаторыя з тых, хто прыйшоў з Юдэі, вучылі братоў: калі не будзеце абрэзаныя паводле звычаю Майсея, не зможаце быць збаўленымі. Калі распачалася немалая спрэчка і змаганне Паўла і Барнабы з імі, было вырашана, што Павел і Барнаба і некаторыя іншыя з іх пойдуць у гэтай справе да апосталаў старэйшых у Іерусалім. Яны ж, пасланыя касцёлам, праходзілі праз Фінікію і Самарыю, расказваючы пра навяртанне язычнікаў, і вельмі узрадавалі ўсіх братоў. Калі прыйшлі ў Іерусалім, былі прынятыя касцёлам, апосталамі і старэйшымі. Распавалі яны, што Бог учыніў з імі. Тады паўсталі некаторыя з кола фарысеяў, якія паверылі, і казалі: трэба абразаць язычнікаў і загадаць ім, каб яны захоўвалі закон Майсея. І сабраліся апосталы і старэйшы, каб вырашыць гэтую справу. Гэта Слова Божае.
той приносить богатый плен. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Jesús сказал своим вучням: «Я сапраўдная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галинку во мне, якая не приносит плоду, ён адразае, и кожную, якая дае плод, ён очищае, каб давала еще больше плодов. Вы уже чистые, дякуючи слову, якое я сказал вам. Заставайтеся во мне, а я у вас. Як галинка не може принести плоду сама с себе, коли не застанется у виноградной лозе, так и вы, коли не будете во мне. Я виноградная лоза, вы галинки. Кто застається во мне, а я у им, той приносить богатый плен. Бо без мяне нічого не можете зрабіць. Хто не застаецца во мне, будзе выкінуты вон, як галіна, і засохне. І збіраюць іх, і кідаюць у огонь, і яны згараюць. Калі будзеце во мне, і словы мае у вас будуць, прасіце, чаго захочаце, астанецца вам. Гэтым уславіцца Отец мой, коли вы принесете богатый плен и станете моими вучнями. Это слово Пана. Сідайте, коли ласка. Послухайте, какие хорошие слова. Коли будете во мне, каже Христос, коли будем у Христу, и словы Христовые будут у вас, просите, чего захочете, и станется вам. Вот. Зразумели, дети, коли будете у Христе, и Его словы будут у вас, вы у Христе, и словы Христа будут у вас, просите, чего хочете, и будет вам все, и станется вам, каже Христос. Но
Праз Єзуса Христа, добрага пастыра, які збірае людзей у сваім касцёле, каб абараніць іх ад зла, а я дарыць жыццём, узнесем до Бога наши просьбы. Его будет Володя читать, он первый раз сегодня читает, поэтому вот это самое будет читать. Читай давай. Вот, читай, все хорошо. Читай. Вот, хватит хорошо. Молимся за святый костел, каб праз яго ў лучнасці з Христом няспынна поглублялася єдність поміж усіми його верниками. Тебе просим. Выслухай нас, Пань. Молодец. Молимся за пастору костела, каб их служение содействовало переодолеванию конфликтов и вело до соправдной едности. Тебе просим. Выслухай нас, Пань. Молимся за людей, які у пошуках лепшей будучыні спадзяюцца толькі на сябе, каб яны здолелі праняць Христа ў сваё сэрца. Цябе просім. Выслухай нас, Пань. Молодец, хорошо. Молімся за тых, хто змагаецца за права чалавека, каб яны мелі належную падтрымку з боку грамадства і дзяржаўных уладаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу харыстычную супольнасць, каб вызнаючы одну веру і жывучы ва ўзаемнай любові, мы ўтваралі одну аўчарную Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пань. Молодец. Все, хорошо. Молимся и просим Бога Усемагутнага в интенции этой святой мши за Андрея Русецких и всех померлых семей Русецких, Ломака и Сечка. Тебе просим. Нехай Пан Усемагутный одарит своим благословлением, нехай Матка Найсвятейшая заступается, и слуга Божий опекуется, и просим здоровья для Людвига Лукашевича. Тебе просим. Просим Божьего благословения, заступництва святого Юзефа и Матки Божией, оздоровления хворых для Мечислава Гороховик. Тебе просим. Прошу святла Духа Святого для тех людей, от кого залежит спинение воинов. Тебе просим. Нехай Пан Усемогутный одарит своим благословлением силой и моцей всех людей, несправедливо покрывженных и осужденных. Тебе просим. Благословление для всех наших охверодавцев. Молюсь за вас, дорогие детки, нехай вам Бог благословит, нехай даст вам радость у ваше сердце, радость веры в Бога, нехай благословить вашим семьям, нехай благословить всем семьям нашей парафии. Тебе просим. За все наши справы, які мы робим, за проектование нашего костела, за все, что мы хотим учинить при нашей парафии, за всех людей, кто старается помогать нам у нашей парафии при костеле. Тебе просим. Боже, выслухай молитвы Твоего костела и дари все человечество верой у Твои обетания и надеи на воскрешение до вечного життя. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Заўсёды на маё сердце погляди, ты любовь моя одиная. Тебе верую, Пане мой, все моё житё, и теперь я Твой. Завсёды на моё сердце погляди, ты любовь моя одиная. Тебе верую,
Твоей назавсёды, и да моё сердце погляди, Ты любовь моя одиная. Молитесь, браты и сестры, ко мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Няхай Пане наш Боже, учеников завсёды дяковали Тебе, складаючи эту пасхальную ахвяру. Нехай неспинное день ласки откупления станет для нас креницей вечной радости праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим, Гору серці. возносим и до Бога. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. За правди годно это и справедливо, слушно и збавенно, каб мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто обвещали Твою хвалу, коли Христос был ахвярованы, як наша Пасха. И Он перемог грех и смерть, обновил все створение и намерно устраченное житье. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом с усими святыми спевают Тебе гимн хвалы, неоспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. За правды Божа, Ты святый, криница усялякой святости, тому просим Тебе, освети этие дары росою Духа Твоего, ковены сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано. Христа, Сына Бога Живого, змилуйся надо мною». Подобным чином по вечері узяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таямница веры. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно.
Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удоскональ его у любови разом с папом нашим Францишком, папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеї на воскрешение, про усіх, хто в Твоей ласце дышаў з гэтага свету, и дозволим убачить светло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным у едности з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого вся пошана и хвала праз усе веки вечные. Амин. Встаньте. Называемся детьми Божьими и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святилися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам праведные наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего благодарства и моц, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранко Божий, я Тебя речь на себе, крахи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, я Тебя речь на себе, крахи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, я Тебя речь на себе, крахи світу, одари нас спокої. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, и буде оздоровлена душа моя.
Идите так, сделайте вот материал белый. Идите так, быстро. Двоих, один с этой стороны, другой с этой стороны. Вот так. Родивная хвала, могутность добрыня, благодаря, что створив сусвет, принизившийся вид, и остался для всех нас, такий малый, як хостий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скалися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, Отцов он нас принял, кто на всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скремянил белой гостыни, собери мою темру. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скремянил белой гостыни, собери мою темру.
стаўся хлебам, агарні мяне, каб як ты стаўся хлебам, поблагослови, як хлеб подзялі, паміж тымі, хто прагне, поблагослови, як хлеб подзялі, паміж тымі, хто прагне. Хлеб найцішэйшы, агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыні, забяры мою цемру. Хлеб найцішэйшы, агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыні, забяры мою цемру. Ой, жа мяне ты любишь не за тое, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя твое я, Ойча. Ой, жа мяне ты любишь не за тое, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя твое я, Ойча. Ой, жа мяне ты любишь не за тое, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя твое я, Ойча. Молимся. Милосердный Ойче, выслухай наши молитвы, учини кабу делу таемницы откупления, да помогал нам у житті часовым, и привел нас до радости вечной праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змагании. Будь нам обороною супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія на згубу душаў снують по свете. Сядьте на одну минуту, коли ласка. Смотрите, дети и взрослые, то есть когда мы молимся в костеле, вельми важно, как есть жесты. Руками жест, то же самое стоять, сидеть, коли так кажуть. У нас все так зроблено в костеле, в нашей литургии, во время имши святой, и не только во время имши. Все зроблено так, чтобы было красиво. Красиво. Ну и каждый жест имеет свой смысл. Например, когда мы держим так руки, это мы значим, узносим наши молитвы до Пана Бога ввысь. Даже костелы, когда строят наш костел, построены однобашенный, с одной башней, да, большой. Это как руки ввысь. С двумя башнями, это две руки такие ввысь взносятся. Так, это тоже символ есть такое. И когда ксенц держит вот так руки, мы стараемся все держать вот так руки. Это наши молитвы, потому что ксенц все ваши молитвы берет
и заносит раз Христа, бо во время имши ксенц тоже представляет Христа во время имши. Ксенц так само, это четвертый образ Христа во время имши. Я про 3 вам говорил, а это четвертый. Во время имши ксенц представляет Христа в образ Христа, який заносит до Айца Небесного ваши молитвы все. Понимаете, вот, до Айца, бо в эту минуту становится тут сам Христос. Даже мне это аж, мне мурашки аж по это самое бегут, вот, с одних только слов, але это так у нашей литургии. То есть ваши молитвы, и я ваши молитвы беру и заношу до Небесного Айца. Я тримаю руки вот так. Ось эти молитвы, як Моисей колисти тримал руки вот так, узнесены выш и перемагал народ. То есть мы заносим наши молитвы, наши просьбы, переможные до Небесного Айца. Поэтому мы стараемся тримать молитвы, вот так наши руки с такой просьбой. Да Бог, мы говорим, прошу Тебе, Боже, мы вот так. Это наше такое акт прошения, это наше такое великое. Поэтому вот кто так, смотрите, вот так, ну куда ты взносишь свои молитвы, что, до пекла, что ли? Ну, да. Ну не туда взносишь. Тримать руки трошечки так. Вверх мы взносим наши молитвы, а не в землю. Да? Ну еще бывает, ну не может человек, ну вот так может держать руки, ну еще допустимо так. Ну вот так, обычно подчас имши, детки особливо держим руки вот так. И в часе мши, конечно, там уже может стомиться часами рукорозные люди, взять вот так можно. Но ніколи вот такого, вот так, и вот так. Но это трохо, знаете, каждый жест у нас, у литургии, имеет свое значение. То же самое, когда мы Евангелие робим 3 крестика, да, я говорю, слово Евангелие поводле святого, и мы делаем крестик тут, где крестик? На губах, и здесь крестик. 3 крестика делаем. Слово Евангелия поводле святого Матфея. Ксен делает вот, и мы делаем 1, 2, 3. Скажи. Душу, молодец, хороший. То есть мы принимаем Слово Божие думкою нашей, обвещаем Словом нашим, Слово Божие, и душой, сердцем нашим принимаем Слово Евангелия. 3 крестика робим вот такие. Это у нас есть у литургии. То есть там уже это наша литургия, это наш способ молиться. Старшие повторили, младшие запомнили. Примите Божие благословение. Встаньте. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Побіянні дашь чудотворця, став вечный оборонца, нам шлях звоління покажи, край наш от лиха бережи.
молися за нас. Радуйся, неблагодарка, бо той, кому ты есть братья, с мертвых полстал згодно словом, поднимали за нас Богом. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас молися подрыви, aby мы в небе спевали, Бога Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Святейший сакрамент. Не забывайте, что вы у костёле.